Всем привет, с вами я, Робот, или иначе говоря, iRobot. iRobot Roomba i6. Когда компанию iRobot создавали, миссия была создать выдающийся продукт, повеселиться, заработать денег и изменить мир. И миссия эта полностью себя оправдывает. Роботы получились увлекательными и интересными с точки зрения их возможностей и внешнего вида. И мир они явно изменили, дав нам глоток свободы от домашней уборки. Первый Roomba был представлен в 2002 году. С тех пор прошло 20 лет. И давайте же посмотрим на новинку 2022 года Roomba i6. Поехали! В коробке у нас идет сам робот-пылесос, док-станция, она же зарядная станция, Quick Guide, руководство по быстрой настройке, руководство пользователя и гарантия от производителя. Начнем с того, чем же так интересен i6. Обновленная технология уборки с более мощным двигателем и автоматической системой адаптации под разные типы напольных покрытий. Усовершенствованная навигационная система iAdapt 3.0, технология составления карты площадей и локализации устройства с помощью визуальной информации VSLAM, технология запоминания и редактирования карт помещения iMprint Smart Mapping. Roomba i6 – это новый уровень в развитии умных устройств для уборки дома, так как роботизированная платформа получила более совершенный интеллект и передовые технологии из области функционирования беспилотных систем. Общий вид семейства Roomba в целом не меняется с момента появления первых моделей, и человек, незнакомый с особенностями продукции компании iRobot, внешне с трудом отличит одну модель от другой, особенно если будет сравнивать i6 с 980 Roomba. Roomba i6 с ее круглым и плоским корпусом отлично выполняет поставленные перед ней задачи по уборке, включая очистку труднодоступных пространств под мебелью и другими предметами интерьера. Установленные по краям корпуса с нижней стороны датчики постоянно следят за высотой перепада пола. Благодаря им с небольшой возвышенности, например ковра, робот спокойно перейдет на пол, но на лестнице он остановится и сменит траекторию движения. Впрочем, в конструкции i6 есть несколько особенностей, которые объясняются установкой новых технологий в области навигации и локализации. Это хорошо видно по верхней панели корпуса, выполненного из современного ударопрочного пластика. Панель управления по традиции оборудована тремя ключевыми кнопками: большой клин и двумя маленькими. Это спот и док. Первая, основная, помогает включить пылесос и запустить уборку в автоматическом режиме. Две другие отвечают за локальную уборку и возвращение на базу соответственно. С учетом того, что вы можете управлять со смартфона, вряд ли будете часто пользоваться панелью управления на корпусе. Из других традиционных элементов отметим ИК-датчик над бампером, который выступает подобно круглой кнопке. Он помогает пылесосу возвращаться на док-станцию. Как вы видите, на док-станции есть такой же ИК-датчик. Эти роботы всегда славились своей системой навигации, которая к тому же постоянно усовершенствуется. На Roomba i6 была установлена хорошо известная пользователям система iAdapt 3.0, третье поколение этих умных программ. Но далеко не все, так как возможности навигационной системы были объединены с технологией VSLAM, которая успешно применяется как на роботах-пылесосах, так и на беспилотных автомобилях и другой подобной технике. Она помогает пылесосу не только ориентироваться в незнакомом ему помещении, но и помогает выстраивать его карту, а также определять свое местоположение. Технология помогает пылесосу путем создания специальных визуальных ориентиров, посредством которых территория отслеживается, чтобы понять, где устройство работало, а где еще нет. Кроме того, в новой модели робота-пылесоса установлена уникальная технология iMprint Smart Map. Технология Smart Mapping оказывает помощь вашему i6 при обучении нанесений на карту плана помещений и адаптации к ним, так чтобы в будущем не тратить время на новое обследование при повторной уборке. В итоге он учитывает не только общую планировку, но и расставленные в комнатах предметы мебели и другие элементы интерьера. Благодаря этому вы сможете составить смарт-карту своего дома или пространства в целом, чтобы затем управлять работой робота через приложение iRobot Home. Управлять i6 можно как непосредственно с помощью кнопок на панели управления, так и посредством мобильного приложения, установленного на смартфон. А технология Smart Mapping даже упрощает процесс уборки, так как с ее помощью вы можете приказать роботу убирать конкретную комнату. Новая модель Roomba получила усовершенствованную технологию всасывания пыли. Обновленная технология позволила 10-кратно увеличить силу всасывания, что как итог довело процесс уборки до совершенства. Особенно это касается уборки поверхности ковровых покрытий
с глубоким ворсом, а для владельцев домашних животных i6 просто находка. Помимо эффективного сбора шерсти, робот фильтрует забираемый воздух, задерживая до 99% аллергенов. Давайте теперь поговорим про щетки. Улучшенные щетки имеют резиновые выступы особой формы, которые постоянно контактируют с полом. Теперь пылесос идеально собирает пыль, грязь, твердый мусор и волосы в местах небольших перепадов поверхности по высоте, например, при съезде с ковра на пол и при заезде на ковровое покрытие. С помощью специальных датчиков Roomba i6 определяет степень загрязненности поверхности и уделяет таким местам особое внимание. Если необходимо, он проведет уборку зоны в несколько проходов. Если же есть необходимость уборки определенной зоны, можно его туда принести и дать команду локальной чистки. Передвигаясь по помещению, робот с помощью щетки сметает всю попадающую по пути следования пыль к щеткам-экстракторам. Именно боковая щетка собирает грязь и пыль вдоль стен, плинтусов и мебели. Второй уровень – пара валиков с мягкими выступающими элементами эффективно сметают всю попадающуюся по пути передвижения грязь, а также волосы и шерсть животных. Третий уровень, благодаря переработанной системе вакуумное всасывание, увеличило свою мощность в 10 раз по сравнению с технологией, реализованной в моделях 600 серии. Весь попадаемый в вакуумный канал мусор направляется в пылесборник, где и оседает. Воздух же очищается с помощью фильтра тонкой очистки. Задерживается до 99% аллергенов. При очистке этого фильтра теперь не нужно открывать мусоросборник, поскольку фильтр снимается с внешней стороны контейнера. Контейнер также можно мыть. Все пылесосы серии Roomba, как известно, предназначены для сухой уборки. Система построена на 3 компонентах фирменной технологии, которая также прошла серьезную эволюцию от первых версий серии Aerovac до более продвинутых версий AeroForce. Последний вариант как раз и установлен на модели i6. Примечательно, особенностью многих Roomba, включая новую модель i6, является наличие технологии антизапутывания, которая начинает срабатывать автоматически, если щетки попадают в провода или бахрому ковров, например. При выполнении уборки i6, как и ряд других моделей, использует запатентованную технологию Dirt Detect, которая помогает ему искать наиболее грязные участки, нуждающиеся в приоритетной или же более тщательной уборке. О запуске режима Dirt Detect свидетельствует мигающий синий индикатор кнопки Clean. Для Roomba i6 сегодня доступны несколько методов управления. Самый простой подразумевает использование кнопок на фронтальной панели корпуса. Однако вы вряд ли захотите им пользоваться, зная, что роботом намного удобнее и проще управлять со смартфона или даже с помощью голосовых команд. У робота имеется поддержка сервисов Alexa и Google Assistant. Что касается кнопок на самом корпусе, то здесь все традиционно. Крупная центральная кнопка Clean понадобится вам для включения и запуска автоматической уборки без дополнительных настроек. Кнопка Spot после нажатия запускает режим локальной уборки, если вам нужно почистить определенную зону, а кнопка Dock завершит цикл уборки и заставит Roomba направиться к док-станции. Важно, чтобы она была в зоне видимости ИК-датчика. Уже знакомое пользователям Roomba мобильное приложение iRobot Home дает возможность отказаться от использования пульта управления, осуществляя все действия по настройке пылесоса, его запуску и остановке работы через мобильное устройство. i6 – это очень простой и удобный в управлении робот-пылесос. Научить устройство выполнять ваши команды не составит большого труда и не займет много времени. Однако это далеко не все, хотя может определенным пользователям и этого будет достаточно. В действительности установленное на смартфон приложение открывает перед вами намного более широкие возможности. В приложении можно настроить график уборки, как ежедневный, так и еженедельный. Можно отредактировать карты помещения и указать роботу, какие конкретно комнаты нуждаются в первоочередной уборке. Несколько слов о такой примечательной функции, как отчет Clean Map, доступна в приложении iRobot Home и позволяет отследить работу вашего Roomba i6. Отчет расскажет, как проходил процесс чистки, какие наиболее загрязненные участки нашел робот и ликвидировал их. Перед обзором я взял i6 попользоваться, чтобы рассказать вам, уважаемые зрители, максимально подробнее про этого красавца. И что я скажу, за пару недель пользования i6 я смог его узнать поближе. Распаковал, установил, подключился через приложение на смартфоне. Готово. Ничего сложного, все просто, ничего не нужно прикручивать. А в приложении все очень интуитивно и понятно. Кстати, приложение выполнено очень красиво. Запустив первую уборку, робот сразу просканировал мою квартиру, познакомился и начал убираться. Что могу сказать? Размер робота небольшой, что значит может проезжать под диван и другие места, что для меня важно, поскольку там часто копится вся шерсть от животных, мусор и так далее. Удобно, когда робот может везде как следует прибраться, особенно если это выполняется постоянно по расписанию,
которую можно составить в приложении. И правда, убираются весьма и весьма качественно. И это я сейчас не специально говорю, поверьте, а есть опыт сравнения с пылесосами других марок. Давайте теперь пройдемся по плюсам и минусам. Минусы. Одна щетка, в то время как у конкурентов обычно 2 штуки с обоих боков. Этот минус обусловлен многолетней принципиальной позицией производителя компоновать пылесосы именно с одной щеткой. По факту компенсируется тем, что программа уборки движет роботом так, что и одной щеткой он отлично прорабатывает углы и всю остальную площадь. Следующий – это нет функции влажной уборки. Но тут эти приборы созданы именно как пылесосы. Идеология 2 в одном, 3 в одном не про iRobot. Для задачи влажной уборки есть отдельные полотеры iRobot Brava. В современном мире маркетинга это техническое решение спорно. Тем не менее, производитель его до сих пор придерживается. А потребитель получает прибор исключительно высокого качества с максимальным сроком безотказной службы. Даже с учетом, что это удешевленный i7, все равно дороговато для рынка в целом. Но стоит отметить, что все же это iRobot. Он должен стоить дороже пылесосов от производителей электрочайников и сковородок. Что в итоге? i6 это упрощенная версия i7. Все по канонам роботов-пылесосов. Управление через приложение, робот-пылесос умный и чистит превосходно. Нужно брать. Помощник, который поселится у вас дома и освободит вас от этой рутинной уборки. Поверьте, проверено на себе. Вот и подошел данный обзор к концу. И в заключение, как всегда, спасибо большое, что посмотрели этот обзор. Этот робот-пылесос вы можете приобрести по ссылке в описании. Если остались вопросы, пишите в комментарии, мы на них обязательно ответим. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик. И с вами был iRobot. Всего хорошего. Пока!